В Якутске прошли соревнования по киберспорту. По известной компьютерной игре Counter-Strike за звание лучших боролись 3 команды, состоящие из людей с ограниченными возможностями здоровья. Сюжет Артура Габышева. Напряжение нарастает, каждый игрок сосредоточен. 3 раунда популярной компьютерной стрелялки Counter-Strike. Участники 15 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводим мероприятие уже второй раз по Counter-Strike, чтобы наши инвалиды принимали активное участие и знали, что есть такие активные люди, которые могут принимать участие в Русском обществе инвалидов. Игра до 3 побед. Сперва бой на ножах, затем с огнестрельным оружием. Является ли киберспорт настоящим спортом? Споры до сих пор не утихают. Киберспорт, он немного схож с шахматами по-своему. Еще говорят тут, как говорят в Южной Корее, киберспорт — это шахматы 21 века. Ну, собственно, мы и стараемся тоже соблюдать такие же тенденции. 3 команды, в каждой по 5 человек. В виртуальной битве сразились геймеры Северо-Восточного федерального университета и Якутского техникума-интерната для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо организаторам. Еще бы такие организации там проводились по спорту, там, по играм всяким. Желаю своей команде удачи всем, тем, которые играют. Киберспорт развивает командную работу и скорость мышления, уверены участники соревнований. Это не последний турнир по компьютерным играм. Организаторы надеются, в следующий раз команд будет больше. Артур Габышев, Владимир Павлов, Якутск.